Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Приветствую всех своих подписчиков, своих зрителей. Поздравляю всех с наступлением священного месяца Рамадан. Пусть Аллах примет все наши посты, все наши поклонения. Поздравляю также наших братьев астраханских нугаев, юртовцев, карагашей, утар, кундровцев с тем, что их диалекты признаны частью ногайского языка, то есть ногайскими диалектами, Институтом языкознания Российской академии наук. Однако изумление и разочарование вызывает то, что наш братский Татарстан, некоторые личности из нашего братского Татарстана и республиканское телевидение начало травлю на астраханских нугаев, на астраханских активистов и ученых Российской академии наук, преподнося это как проблему и угрозу, вот это вот признание, да, вместо того, чтобы поздравить своих братьев нугаев. Чего только не услышали мы за прошедшую неделю от некоторых вот этих личностей в Республике Татарстан в адрес наших юртовцев и каргашей. И диалект у них оказывается просто казанский, просто говор астраханский. И никогда их язык, оказывается, не назывался ногайским и не был ногайским. И сами они испокон были кем угодно, но не нугаями. Институт языкознания хочет сделать носителями ногайского языка и так называемых юртовских татар. Во-первых, там происхождение этой группы очень сложное. Там, я однозначно могу сказать, специально изучал, там ногайцев нет в их составе. Я посмотрел и список их экспертов, которые участвовали при подготовке этого списка. Как раз вот такие вещи там рассказывают так называемые карагашские сепаратисты. Но хочется обратиться вот к этим людям с вопросом. А вы самих-то юртовцев и карагашей спросили? Вы самих-то их позвали, сели с ними и поговорили с ними? Должна же быть объективность вот в журналистике, в науке, да, вы же научные деятели, журналисты на телевидении. Должна же быть объективность. Почему вы их не позвали и не сели с ними за один стол? Вот в связи вот с этой ситуацией со всей, да, мне стало, скажем так, интересно, и вот ради объективности я задался целью узнать, а что думали о своем родном языке те юртовцы и каргаши, которые еще не познали на себе все прелести вот этой советской татаризации, когда людей, не спрашивая их мнения, записывали в татары и преподавали им татарский язык в школах. Я заглянул в дореволюционные источники самих астраханских нугаев, то есть юртовцев, каргашей, утар и кундровцев, и вот что я там обнаружил. Выдающийся астраханский ученый и издатель Абдурахман Умеров в своем сборнике «Ногай джырлары», вот в сборнике ногайских песен, да, изданном летом 1912 года, вот пишет следующее. Астрахан атрафлардағы ноғайлар екіге бөлінер. Қара үйлі ноғай, қара ағаш ноғай. Руслар тарихлерінде біріншісіні юртовский татарин, екіншісіні кундровский татарин деп язалар. Бұл екі тайфа түп бір олып, соңыдан айырылғанлығы хақында тарихи мағлуматны язмақ четке шығып кетмектір. Эмди бізім басып тартыжақ жырлар ош бұл екі түрлі ноғайның һәр қайсының жырларынан жиылып yazılacактыр. То есть, в переводе, ноғай, живущие в окрестностях Астрахани, делятся на две группы. Караиле ноғай, кара ағаш ноғай. Русские в своих исторических книгах называют первую юртовскими татарами, а вторую кундровскими татарами. Нет смысла выходить из темы, чтобы объяснять, что эти две группы в основе едины, а лишь потом разделились. Вот эта книга, которую мы издаем, является собранием песен именно этих двух групп ногаев. То есть из этой цитаты мы понимаем, о каких именно ногаях и каких именно диалектах идет речь. Далее Абдурахман Умари пишет. «Ва бу күндә һәр ике ноғайның да яшларының җырлары ескеге бөтенләй башкадыр. Баш дарак кара үле ноғайларның яшлары казанча җырлай башлаганнар иде. 15-20 ел бу хәлдә тургандан соң бу көннәрдә русча җырлау игътибарга кете башлады». То есть в переводе, и те песни, которые бытуют сегодня в среде молодежи этих двух групп, нугаев, очень отличаются от того, что было раньше. Сначала молодежь караиле нугаев, то есть юртовцев, начала петь на казанском, а после того, как это положение сохранялось в течение 15-20 лет, сегодня начали петь уже на русском языке. Дальше по тексту он пишет, что нет смысла тратить чернила на описание минусов этого состояния. То есть мы видим, что Абдурахман Умеров, он ставит татарский, казанский татарский и русский в один ряд и противопоставляет им ногайский, то есть родной. То есть казанский и русский — это чужие,
а ногайский это родной. Далее читаем. Өз әдебиятны унутмак, милләтне югалтмак болганлыктан без ноғайлардың ескі әдебиятны бу күнге балаларына күрсәтмәк арзу етеміз ве бабаларының җырларыны ядларына төшерәмез. Ве безнең басачак җырлар ноғайларының әдебиятына хезмәт булганы кадар тарихына һәм хезмәт итәчәктер. То есть в переводе: вместо того, чтобы забывать свою литературу, терять нашу нацию, мы просим знакомить детей со старой ногайской литературой и передаем им в руки джиры наших отцов. Эти джиры, которые мы издаем, будет вкладом и трудом для ногайской литературы и истории. То есть отсюда мы понимаем, что Абдрахман Умеров, который прекрасно знал татарский язык, потому что он учился в Казани у Шихабуддина Марджани, что он различал его и ногайский язык, то есть он их различал, он считал их разными языками. Но при этом он подчеркивал, что хочет внести вклад именно в сохранение ногайского языка, принести пользу ногайской литературе, я подчеркиваю, литературе, признавая тем самым ногайский язык самостоятельным языком. То есть наличие литературы это уже делает самостоятельным языком. Ногайский язык самостоятельным языком. Если же мы обратимся к статье «Ноғай жырлары беренші бөлік», которую Абдрахман Умеров написал по поводу издания этого сборника в 467 номере своей газеты «Идель» за 6 июля 1912 года, то увидим следующие строки. Соңғы 25 еллардан берлі Астрахан ноғайларының өз милли жырлары ноғай халқы арасында бүтінлей жоғалды. Авел вақытта той тамашаларда домбыра берлі ноғай жырлары ғына жырланайды. Соңырақ оның орнына саратовский қысқа-мысқа рус жырлары жырла ве мода кетті. Надан ноғай егетлерінің өзінден шыққан бұл жырлар рус жырларына бейгерек кіші аңламаслақ бір нәрсе болып ешітілейді. Ондан соң, ең соңғы вақытларда бұл рус жырлары модада түшіп, қазан күйлерін бұзып жырлау модаға шықты. Ескі ноғай жырларын ешіткен кішілер матур ноғай жырларының бүтінлей дүниядан жоғалуына бек қайғыралар еді. То есть, в переводе: в последние 25 лет свои национальные песни астраханских ногаев полностью исчезли из среды народа. Раньше на свадьбах и праздниках ногайские песни исполнялись под домбру. Потом вместо них в моду вошли саратовские короткие русские песенки. Из этого ногайские юноши, когда выходили и танцевали под русские песни, это становилось причиной недоумения среди людей. После этого в самое последнее время эти русские песни вышли из моды, и в моду вошло пение казанских песен. Люди, которые слышали старые ногайские песни, очень печалятся тому, что эти красивые ногайские песни полностью исчезают. То есть опять же здесь противопоставление родных ногайских песен русским и казанским. То есть он показывает, что культура даже, она считалась разной. Казанская и русская культуры, они считались чуждыми, они в одном ряду стоят здесь. Далее он пишет. «Бір ноғай егер жырласы келсе, ең авел ноғай жырларын жырласын. Бұл эсер милли тарих, милли тил бірлі шағалленуші кишилер үшінде олып көрерге түйішлі бір эсер болып, ішінде бек көп ескі луғат бардыр». То есть в переводе мы читаем, и это очень важный отрезок, очень важный кусочек. Если какой-нибудь ноғай захочет спеть, то пусть поет старые ногайские песни. Этот труд также адресован тем, кто занимается национальной историей и национальным языком. В нем зафиксирован большой словарный запас. То есть мы видим, что Абдрахман Умеров, зная о существовании казанского языка, русского языка, да, казанско-татарского и русского языков, и даже бытование казанских песен в среде ногаев, все равно считал их чужими. Но здесь самое важное, что он считает ногайский язык национальным языком. Милли-тиль. Милли-тиль не может быть диалектом другого языка. Вот этот ногайский язык, который практиковали юртовцы, карагаши, это часть большого ногайского языка. Абдрахман Умеров именно так считал. Как может национальный язык быть диалектом другого языка? Никак. Это и есть ответ на вопрос, считал ли Абдрахман Умеров и его соратники юртовский и карагашский язык частью татарского языка или диалектом татарского языка. Это не так, просто это не так. Ну, как мы знаем, Абдрахман Умеров, он карагаш, хотя он жил в Тиаке, да, в Цареве, где было много разных групп ногаев, но все-таки он карагаш. Но что же считали юртовские ногаи? Вот именно юртовские ногаи что же считали? И вот именно с этим вопросом мы обратимся к наследию такого человека, потомственного муллы Омара Алаша из аула Казан, это Башмаковка современная.
И вот надо подчеркнуть, что Омар Алаш, он так же, как Абдурахман Умеров, учился в Казани. Причем некоторые старики рассказывают, что он учился в одной гимназии, в одной школе со столпом татарского языка, с Габдулла Тукаем. Все мы знаем песню про татарский язык, да, которую Габдулла Тукай написал, и это буквально как Пушкин для русской литературы, Габдулла Тукай вот такой же человек для татарского языка и для татарской литературы. Но считал ли мулла Умар Алаш свой язык и свою культуру частью той, которую он видел в Казани, частью того языка, который он слышал в Казани, и частью той культуры, которую он видел в Казани и в других татарских регионах? Давайте обратимся к его собственным трудам и узнаем об этом. Вот в своей первой статье из серии под названием «Ногайлар», опубликованной в 225 номере газеты «Идель» за 29 января 1910 года, мулла Умар Алаш пишет: «Бен бу серлеухайлы мақаламы язмадан мұқаддам мұхтарим оқушылары Ноғай ile таныштырайым. Чүнкі кендім Қазан, Уфа, Пермь, Вятка тарафларында жүрдüğüm вақыт Ноғайлары көрмеміш ве белки дүнияда Ноғай намында бір тайфа барлығыны ештмеміш адамларла дефаатла ошрадым». То есть, читаем перевод: «Перед тем, как я напишу статью с этим названием, хочу познакомить уважаемых читателей с Ноғаями. Так как когда я был в Казани, в Уфе, Перми, Вятке, мне неоднократно встречались люди, которые никогда не видели Ногаев и вообще не слышали о существовании народа под именем Ноғай». То есть автор тут раскрывает причины написания вот этой серии статей. Так о каких же именно Ноғаях тут идет речь? Давайте узнаем из его слов. Мұхтарем оқушылар, Русияның этнографическая картасына қолыңызға алып бақсаңыз, Каспий деңізінің шимал-ғарби тарафларында и Ставрополь губерниясы или Аштрахан губерниясы арасында зәңгер көк сызықлар ile ишаре edilmiş нагайцы diye yazılmış sözler көзіңізге түсер. Эште шу ноғайлары язаджаам. В переводе мы читаем: уважаемые читатели, если вы возьмете в руки этнографическую карту России и взглянете на нее, то на северо-западе Каспийского моря между Ставропольской и Астраханской губерниями вам на глаза попадется слово «нагайцы», выделенное синими штрихами. Вот как раз об этих ногаях я и собираюсь рассказать. То есть здесь мы видим, что вот эти вот люди, которые говорят, что нагайцы и ногаи это разное, здесь вот мулла Омар Алаш, имам из аула Казан, он дает четко понимать, что ногаи и нагайцы это одно и то же. Просто нагайцами их называют русские. В этнографической карте так написано. Теперь дальше. О каких именно группах нагайского народа здесь идет речь? Ноғайлар умумиетле үш қысымдыр. Қара үйлі, қарағаш, қара ноғай. Қара үйлі ноғай Навси, Аштраханда ve etrafında maşiyat etmektedir. Ziraat ile meşguldürler. Ruslar Yurtski Tatarin deyirler. Қарағашлар ise Аштрахандан 40 шақырым mesafede olan Buzan suyu, Krasny Yar yakınında balık avlamak ile maşiyat ediyorlar. Yaz günlerde koşup yürümektelerdir. Қара ноғайлар Ставрополь сахрасында бедевиет әлінде maşiyat etmektedir. Это очень тоже важная цитата. И давайте прочитаем ее перевод. Ноғаи состоят из 3 частей – Қараиле, Қарағаши и Қараноғаи. Ноғаи и Қараиле живут в самой Астрахани и в ее окрестностях. Занимаются сельским хозяйством, земледелием. Русские их называют юртовскими татарами. Қарағаши же живут на реке Бузан, что в 40 верстах от Астрахани, близ Красного Яра. Занимаются рыбным промыслом, летом выезжают на кочевки. Қараноғаи занимаются кочевым животноводством в степях Ставрополья. Вот это очень важный момент. То есть Омар Алаш, который сам являлся юртовским ногаем из аула Казан, несмотря на то, что русские его группу называли юртовский татарин, он считает свою группу юртовцев ногаями. Да, еще и объединяет их в рамках одного народа не только с Қарағаш-ногаями, которые живут тоже в Астрахани, да, но и с кавказскими ногаями в лице Қараноғаев. Это опровергает заявление некоторых вот личностей, которые заявляют о том, что якобы ногаи Кавказа и ногаи Астрахани это совершенно разные вещи, это вообще разные народы, и они никаким образом не пересекаются и не считают друг друга одним единым целым. А основная часть это юртовское население. Татары. Это юртовские татары. И в своей сути это население Ногайской Орды, первоначальной Ногайской Орды. Это потомки средневековых ногайцев.
но это совершенно не те нагайцы, которые живут сегодня на Кавказе. Это совсем другое. Здесь мы видим, что 1910 год юртовский ногай, и причем не простой, а который получил образование, который является имамом, и причем который получил образование в Казани, да, он, видя, зная татар, и зная ногаев, и зная кавказских ногаев, он говорит, что вот это вот кавказские ногаи в лице ногаев, карагаши и юртовцы, это все один народ, ногаи, которых русские называют нагайцами, да, вот на карте то, что обозначено. А именно юртовских ногаев, его группу, караюля ногайлар, вот их русские называют юртовскими татарами. Вот он это пишет там. Хотя они на самом деле сами себя считают ногаями и одним целым. Далее мулла Умар после повествования о нраве нагайского народа посвятил раздел своей статьи нагайскому языку и сравнению его с татарским языком. Вот то, что прям нам надо. Прям то, что нам надо. Давайте посмотрим, что он здесь пишет. Ногайларда тил лисан, то есть язык у ногаев. Гайет еңгіл бір тілде сөйлешірлер. Бұнларын тілі қазан татар тілдеріне қарағанда люғатқа бай ве еңгіл. То есть язык ногаев, вот ногаи разговаривают на очень легком языке. Если сравнить их язык с языком казанских татар, то ногайский язык очень богат и легок. То есть он, опять же, точно разделяет эти два языка. Язык казанских татар и язык ногайский. Он не считает ногайский частью казанско-татарского языка, он считает его отдельным языком. Далее он приводит таблицу сравнения двух языков, где в пример приводит то, как ногаи и татары называют деньги, да? И вот мы читаем меселя, то есть, например, ногайша, трешник, джиен нукрат, беш шайлек, дөрт алтын. И татарча, бер тиен, ике тиен, егерме биш тиен, оч тиен ярым. Вот он привел такой вот неочевидный пример, но он привел пример именно расхождения этих языков, то, как там и здесь называют деньги. То есть он все-таки считает эти два языка разными и ставит их в два столбика отдельных. Вот. И далее он пишет о ногайской литературе и ее отличиях от казанско-татарской. Да? Вот именно к литературе переходит, и вот пишет он там. Ногайларда вақтыйла джир, шиир, адабият гүзелдір, жидди тарақи етміштір. Бұнлардың жырлары башлыча екіге бөлінелер. Ақиқат тоғрысы ilmi қаламдан bahsediyor. Хошавас ise hayali жырлардыр. Бұнлардың жырлары güzel ve etraflı. Қазан жырлары кеби bir kızın қалфағын мақтап, матурлығының көмлегін мақтап, зифа бойынша кечмес. Belki maşukasına hatap ve onun vesafını türlü şeylerle benzetip мақтамақтадыр. Яхуд моңайып алыны баян etmektedir. То есть читаем перевод. Песни, стихи и литература ногаев красивые, со временем очень сильно развились. Их песни делятся на два типа – хакикаты и хошавазы. Хакикаты затрагивают философские темы. Хошавазы же – это романтические песни. Их песни красивые и разносторонние. Они не будут воспевать колфак какой-нибудь девушке, ее красивую рубаху, ее стройный стан, как это происходит в казанских песнях. В них возможно восхваление в адрес любимой и описание ее, сравнивая с разными вещами, или опечалиться и раскрыть состояние своей души. То есть, опять же, юртовцы и карагаши прекрасно осознавали отдельность своего языка и своей культуры. Здесь на примере литературы, на примере литературных особенностях, опять же, мулла Умар Алаш показывает различия с казанско-татарской культурой и с казанско-татарской литературой, да, что вот казанско-татарские стихи и песни, они воспевают внешность, они воспевают одежду какой-то девушки, да, а ногайские воспевают ее душу, ее как бы вот характер и так далее, то есть более возвышенные, да, он хочет сказать, что ногайские песни более возвышенные. То есть здесь опять же различие в литературе, а наличие литературы отдельной, это наличие отдельного языка, да, это индикатор. Кстати, далее в статье Умар Алаш приводит ногайский джир. Иншаллах, вот я вот работаю над переводом всех этих статей, более 70 статей там и работ, затрагивающих вообще ногаев, и о ногаях и на ногайском языке есть более 70 работ в газетах Эдель, и я их потихоньку перевожу, и иншаллах планирую издать полноценную работу, и там вот эти вот джиры полностью приведу. Но кроме этого джира в газете Эдель
также приводятся другие джиры в разных номерах, и там проза, и джиры приводятся. И вот так в 415 номере за 3 января 1912 года опубликовано произведение Нуай Шаэри, то есть ногайское стихотворение в стиле хакиката оно, за авторством Акбулата из аула Джамале. Он вот пишет там: «Бир хикаят сөйлейім, яхшы тыңла джамаат, язып идел бетіне бердім сізге бір хат» и так далее, на чистейшем ногайском языке. А в следующем номере за 6 января 1912 года ему отвечает Джамаледен Биру, то есть некто из Джамале, в своем произведении Акбулатка Ногай Джиры, то есть ногайская песня Акбулату. Да, вот. И он здесь пишет: «Айт десеңіз айтайым, яхшы тыңла Акбулат, бундан авел иделде язган эдім сізге хат». То есть, опять же, на чистейшем ногайском языке мы видим, что даже целые батлы, да, они устраивали, там этот джир, он длинный тоже, и не буду его весь переводить, но там чистейший ногайский язык, и они друг с другом даже полемизируют на ногайском языке, используя вот такие вот народные приемы джиров и широв, да, вот стихов и песен. Вот, то есть это опять же говорит о глубоком осознании своего языка как отдельного литературного языка, да, вот. И в произведении, если дальше рассматривать другие произведения, да, вот в произведении Ногай Джиры Ногайма, вот опубликовано в 524 номере газеты «Идель» за 1 февраля 1913 года и принадлежащим перу постоянного автора газеты «Идель», да, под псевдонимом Бру, то есть некто, мы также читаем опасения и переживания по поводу потери ногайского языка, ногайской культуры и замене ее на казанскую и русскую, да, культуру и язык. Вот что он там пишет, давайте зачитаем его строки. «Яшлар тамам азыган, жырлайды орысшадан, ноғайлыққа хорланып, жырлар ол қазаншадан, соның үшін көрінмей, қалдың ялғыз халықтан, аш көзінді тур енді, ноғайым бу ятыштан». Вот если культура и язык астраханских нугаев является частью казанско-татарской культуры и языка, то почему астраханские нугаи вот до революционного времени, да, вот юртовцы и карагаши, они опасались вот замещением одного другим, да, вот замещением ногайского языка и ногайской культуры русской и казанской? Вот это, конечно же, вопрос риторический. Вот ногайские стихи и ногайская проза опубликованы также в ряде других номеров газеты «Идель», как я рассказывал. Там есть очень интересные рассказы, где подчеркиваются ногайские черты в том, как там невестка называет свою сестренку или своего братишку и так далее. Да, вот. Вот говоря о ногайской литературе, невозможно не упомянуть очень показательный пример вот единства астраханско-ногайского, да, юртовского, там, карагашского и кавказско-ногайского языка, да, вот языка кавказских нугаев, в частности, ачукулакских нугаев, например, из которых я лично происхожу. Вот невозможно не упомянуть этот случай на примере поэмы «Карайдарман Кызылгуль». Это одна из самых популярных поэм, любовных таких вот поэм, которые бытуют среди нугаев, причем она бытовала и среди астраханских нугаев, и среди кара-нугаев, и среди ачукулакских нугаев, и в том числе среди кубанских нугаев, то есть повсеместно, да, вот. Так вот, она была написана в 1879 году, и у нее было два автора. Это был юртовский нугай, очень известный шайде, поэт Фахруддин Абу Шахман-улы. Это вот юртовский нугай, предок, вот его потомками является очень известная семья Абу Шахмановых, которая известна среди юртовских нугаев. Да? И вторым автором ее является Арслан Шабан-улы. Это Джембай Луковец из ачукулакского приставства. Вот, то есть он из ачукулакских нугаев, из джембулуковцев. И вот произошла следующая история. Они вообще встретились в среде ногайцев Утар, вот, утаровских нугаев, которые живут на территории Калмыкии, да, вот в основном. Как они там оказались? Дело в том, что Фахруддин Абу Шахман-улы, он прятался от, скажем так, военкомата, то есть его хотели забрать в армию, и он не хотел туда идти, и поэтому он, скажем так, был в бегах там. А Арслан Шабан-улы, он пытался жениться на девушке, да, вот на девушке, видимо, из богатой семьи, и у него не было денег на это, и он поехал на сенокос накопить денег на Колым. И вот там они встретились, и там они познакомились на, скажем так, на стезе общей увлеченности написанием стихов, песен и так далее, потому что Арслан Шабан-улы, он был джирау, ирау, да, как у нас говорят, то есть
песенником, да, вот, или народным сказителем. И вот Арслан Шабан-улы как-то раз он стихами рассказал, вот песней, да, вот рассказал о своей трагической судьбе. И в этот момент ему Фахрудин Абушахман-улы вот прямо там отвечает стихами якобы как бы от лица девушки. И вот они вот увидели, что у них вот такое вот произведение выходит, они вместе сели, и вот Арслан Шабан-улы написал полностью ветку Харайдара, а Фахрудин Абушахман-улы написал полностью ветку Кызылгуль. И вот они написали вот эту вот поэму, вместе писали разные диалоги других людей, да, вот. И вот такая вот поэма, она вышла в свет в 1879 году, она устно передавалась, и потом уже позже ее в 20-е годы, если я не ошибаюсь, Абдулхамид Джанибеков опубликовал астраханскую версию, а позже он в Аул поэзиясы и в Сөз Казнасы опубликовал также и кубанскую версию, которую он записал на Кубани, да, у кубанских нугаев. Если бы у юртовцев в лице Фахрудина Абушахмана-улы, да, и у ачуклавских нугаев в лице Арслана Шабан-улы были бы разные языки, на которых они не могли бы разговаривать, то как бы они написали единое произведение на одном языке, скажите мне просто, и которое бытовало в Астрахани на диалектах, которые бытовали в Астрахани, то есть карагашском и юртовском, а на Кавказе они бытовали на кубанском диалекте, на диалекте ачуклавских нугаев. Вот как это возможно было бы, если бы эти все диалекты не были бы частью единого ногайского языка, лексические различия были бы, если бы были значительными, и если бы юртовский язык был бы частью татарского языка, то никаким образом они не смогли бы написать единое такое вот складное произведение. Да, вот. С карагашским и юртовско-ногайским языковым наследием вообще очень показательная ситуация на самом деле. Почему? Потому что вот если спросить у казанских татар, да, вот у казанских татар, слышали ли они что-либо о таких вот Шайде и таких Ярауах, Джарауах, как Сыдыкбай Аль-Хайдар, Али Бахши Караиле, Аскар Джарау Карагашлы и многих других, да, вот там разных Джарауах, я уверен, что они даже не слышали о таких, ну, может быть, тот, кто занимается конкретно тюркской филологией, они как-то краем уха там или где-то прочитали именно в ногайских книгах, но именно нугаи, кавказские нугаи даже, они сохранили наследие этих великих юртовских и карагашских сказителей и авторов. Вот более того, в советские годы, вот почему именно кавказские нугаи сохранили, а не там астраханские, да, в своем большинстве, потому что в советские годы, когда вот в школах астраханских нугаев, юртовцев, карагашей, утар и кундровцев преподавался татарский язык, у них не спрашивали, хотят ли они его изучать и так далее. Им преподавался татарский язык. Вот эта вот память о своих предках, о своих авторах, она была замещена на наследие общетатарское, казанско-татарское, да, вот в лице произведений Габдулы Тукая и Мусы Джалиля. Вот посмотрите, как названы школы сегодня у астраханских нугаев. Разве там есть школы имени там Абдулхамида Джанибекова, да, хотя он был у него мать юртовская, а отец Карагаш нугай, да. Вот есть единственная школа в Карагали, в Каракалыке, да, вот именем, которая названа именем прозаика и драматурга, первого ногайского драматурга, как Басир Абдуллин. И все, больше, и то там как бы дети опять же не знают, кто это такой, потому что просто вот это усилиями ногайской общины, да, ногайского актива, вот эта вот школа была названа именем великого уроженца, да, вот аула Каргалык. Но вот истину сказал мудрец в этом отношении, конечно, что народы, забывшие своих героев, получают взамен чужих героев, а следом чужую мораль, чужой язык и чужую культуру. Вот мы сегодня видим, что чем дальше юртовским нугаям, карагаш нугаям и вообще вот всем астраханским нугаям навязывается татарский язык, тем дальше идет замещение ногайских авторов, ногайских своих предков, да, своих же юртовских, карагашских предков, замещение казанско-татарскими авторами, казанско-татарскими героями, да, вот. Сегодня кто на слуху у юртовских нугаев, которые себя считают татарами? Разве нугаи у них на слуху? Нет, у них на слуху казанские татары. И дальше это все просто приведет к потере языка, к потере культуры, к потере потом самосознания, да, идентичности. И в дальнейшем это придет в просто ассимиляцию, как сегодня сотнями тысяч ассимилируется
казанские татары, к сожалению. И именно нугаи, они как раз-таки устойчивы в этом отношении. И мне хотелось бы опять же задать риторический вопрос. Вот за эти 100 лет, да, вот уже 100 лет практически прошло, как среди юртовцев и карагашей активно навязывалась татарская идентичность, татарский язык навязывался. Вот сколько в Казани, если они считают юртовский и карагашский своими диалектами татарского языка, сколько в Казани, сколько Казанью, да, вот и вот татарским активом хотя бы в Астрахани было выпущено песен, книг, я не знаю, там, фильмов на именно языке юртовцев, карагашей, утар, кундровцев, на их диалекте. А вот уже нагайским активом, которые вот с 2019 года, как я знаю, просто активно начали работать, выпущено уже порядка 10 песен, да, вот на юртовско-нагайском диалекте. Вот представьте, да, вот сколько это, какой это огромный вклад вот уже за последние какие-то 4 года. Представьте. Сравните 100 лет и 4 года. Здесь уже какая работа проведена, да, вот собраны списки сводыша, выпущены песни, там идет работа, проводятся диктанты на собственном диалекте, да, это ведет к сохранению юртовско-нагайского языка. Конечно, надо сказать, что вот то, что я назвал оппонентами, то, что я назвал некоторыми людьми, да, вот в Казани, это не относится ко всему казанско-татарскому народу, из которого у меня есть родственники, у меня есть друзья, есть соратники, у меня преподаватель казанский татарин, да, Ильсур Ходжа Нафиков, который мне преподавал тюркское источниковедение, да, вот по истории древних тюрк, и также преподавал историю государства тимуридов. Вот, и поэтому я с полным уважением отношусь к татарскому народу в общем, да, вот, поэтому я надеюсь, что в общем народ, он не будет слушать этих людей, а будет обращаться вот такой вот фактологии к тому, что говорят на самом деле сами юртовцы и сами карагаши. Я вот призываю к этому слушать их именно, слушать их дедов, слушать то, что говорили непредвзятые люди из них. На этом я хочу закончить свое повествование. Надеюсь, что вот этот вот мой небольшой вклад, он поможет разобраться тем, кто не разобрался, он поможет понять тем, кто не понял, и думаю, что на этом я закончу. Всем всего доброго.